Том Круз, Джим Керри, Блэк Бит. Кто же из этих звезд лучший на планете? Но не эти голливудские звезды. Лишь один человек из самого сердца Азии является объектом преклонения миллиардного населения от Малайзии до арабского мира — Шахрух Хан. Эта звезда находится одной из первых в списке самых популярных звезд индийского кино, величайшей киноиндустрии в мире. У него огромное количество поклонников и сыгранных ролей, включая роль Девдаса, одной из его лучших ролей. Глядя на пройденный путь звезды, на все трудности, которые ему пришлось пережить еще в детстве, когда он потерял одного из родителей, и как он рискует здоровьем, можно сказать, что жизнь индийских мегазвезд не является такой уж безоблачной. Мы хотим показать неделю, проведенную с ним, чтобы явить вам настоящего Шахрух Хана. Моя история жизни. День первый. Я не знаю, как работали звезды лет 30-40 назад, но мне известен тот факт, что это было намного романтичнее, чем я могу себе представить. Как будто это был пластиковый мир, а сейчас кружащий вокруг большого количества ролей. Я чувствую, что не могу пока все это сразу уловить. Мне кажется немного странным ощущать себя звездой. Иногда кажется глупо носить темные очки, чтобы тебя не узнавали, в то время как я постоянно работаю на публике. Киностудия «Фильм Сити», Мумбай. На съемках фильма «Фарах Хана» я рядом с тобой. Я сейчас работаю минимум 15-16 часов в день. Иногда приходится сниматься в 2 фильмах сразу, в один и тот же день. Вообще-то воскресенье считается выходным днем, не пятница. Мне бы, конечно, хотелось приходить домой в 2 часа, немного отдохнуть, но мне приходится все это делать во время съемок. Это доля звезды. Я нашел компромисс. Я прихожу не позже 11 часов ночи. Одно я очень не люблю. Я не люблю утро, тем более раннее утро. Могу я постесняться немного? Ну хорошо, сними куртку и расстегни пуговицы на воротнике. Он настоящий гример. Гример Рави Дада. Все говорят, что это идет мне. Я это называю метросексуал. Я тоже часть этого поколения, поэтому не обижаюсь. По-моему, я здесь довольно симпатична. Мы пытались сотворить девушку. Ну скажите, у нас ведь получилось, а? Это я. Я здесь должен быть похожим на этого парня, он мой отец. По сценарию фильма я должен был играть пьяницу и представить себя то хорошим, то плохим человеком. Это моя версия Человека-слона. А здесь я играю 18-летнего юношу. Это вид британского охотника, приехавшего в Индию. Здесь из меня хотели сделать человека преклонных лет, уже наполовину облысевшего. Трудно сказать, что такие характеры романтичны.
Я выгляжу как настоящий мачо, правда? Я родом из Дели. Потерял родителей, поэтому приехал в этот город. А не из-за того, что собирался стать актером или кинозвездой. Нет места для жилья, вещи здесь очень дорогие, дома очень маленькие. Я не знал, что было бы, если бы мои фильмы не имели успеха. Мог бы я здесь жить, жениться. У меня была сестра, которая нуждалась в моей помощи. У нее никого не было, кроме меня. Я был так зол на этот город, что даже плакал и говорил, почему Бог так несправедлив ко мне? Теперь время изменилось, и весь этот город оказался в моих руках. Я думаю, это потому, что я был молодым, очаровательным, наивным человеком. Так говорят, потому что 10 лет этот город держит меня в одном и том же направлении. По-моему, это величайший город в мире. Он сыграл для меня очень важную роль. Я всегда буду благодарен Мумбаи за то, что он снова подарил мне семью. На самом деле он вернул меня к жизни. День второй. Нет, дорогая, как только я встал, я выехал. В общем, на праздник Дивали я никуда не уезжаю, у нас будут выходные. Я стараюсь, но я чувствую небольшую боль в области спины, она начала усиливаться. Да, так же, но немного по-другому. Я буду там через 5 минут. Ладно, пока, люблю тебя. Доктор нажаловался, потому что я не был у него позавчера. Если кому-то в киноиндустрии надо узнать, что такое проблема с позвоночником, обращайтесь к Шахрукху. В 2003 году Кхан перенес серьезную операцию по удалению позвоночного диска. Он до сих пор нуждается в регулярном лечении. Я думаю, это такая травма, которую обычно взрослые запускают, и она дает о себе знать 7-8 лет спустя. Обычно всегда страдает левая сторона, будь то шея, колено или лодыжка. Это проблема с лодыжкой, перелом левой ступни, левой же голени, а также отдающая боль в левую сторону шеи. Чем более запущена травма, тем труднее ее вылечить. Так, нормально? Пойдет. Хорошо. Сегодня даже утро началось очень плохо. Когда я проснулся, мне было очень больно. Но после лечения доктора Али мне становится гораздо лучше. Он лечит очень хорошо. Иногда он лечит меня 5-10 дней подряд. И в эти 5-10 дней я не могу участвовать в слишком подвижных съемках, таких как танцы, драки. Это мистер Шахрукхан. На съемке. Вторая студия. Мы просто привыкаем к тем незначительным вещам, которые постоянно происходят с нами. Это как если бы ты растянул мышцы шеи, а через день или два эта боль уже становится привычной. Ты о ней уже не думаешь и не знаешь, что ты ощущаешь, боль или нет. Она меня уже не отвлекает. Профессор мне сказал, в одно прекрасное утро ты встанешь без боли. Как видите, я жду этого утра. Когда же оно наступит?
Вы видите, я никуда не выхожу без моих капель. Люди думают, что это мой наркотик, что я таким образом принимаю наркотики. Как в Америке на дискотеке запрещено пить алкоголь, только наркотики можно пронести незаметно в кармане. А у меня вот эти капли. Люди думают, что это какой-то новый вид наркотика. Ну и пусть себе думают. Я должен петь так, бэби-бэби? Да, но только губами. Я знаю, это моя песня. Посмотрите, это специальный танец для этого фильма. Вот дубль 1, дубль 2. Это скрытый талант. Я думаю, что еще нетерпелив, но должен стать немного терпеливее, что для меня не свойственно. Чтобы люди тоже могли меня терпеть, я должен спокойно вынести, когда меня что-то раздражает. Если я кого-то раздражаю, то я должен и его понять. Я должен сдерживать свою вспыльчивость, потому что это дает мне огромную возможность работать с разными людьми. Я даже могу повторить дубль 125 миллионов раз или даже миллиард раз, и меня это не беспокоит. And don't burn the balloons, I'll make you pay for them. Моя история жизни. День 3. «31, 32. Покемон». Не покемон, а покемон. Покемон, извини. Покемон. Шахрук Хан, его жена Гаури и дети Арианы Сухана живут в районе Бандра в Мумбаи. Мне было 26, когда я женился. Тогда мне говорили, ты пока не можешь завести семью, твой гороскоп не располагает к этому, потому что все актеры скрывают свою семейную жизнь. Твоя карьера только начинается, а это бы тебе помешало. Но несмотря на это, я все же женился. Это мне никогда не мешало. Моя игра не зависит от того, что женат я или нет. Я думаю, это было бы глупо. Быть женатым хорошо. Когда ты работаешь с 20 тысячами человек, которые постоянно кричат, шумят, а потом возвращаешься домой к жене, я думаю, это прекрасное чувство. Шахрук ждет в очереди, а сзади идет машина. Она сворачивает вот так и сбивает его таким образом на обочину дороги. Я спрошу Ананда, но я думаю, что здесь должен быть мотоцикл, потому что мотоцикл может двигаться свободнее, чем автомобиль. Например, быстрее может развернуться. Количество движений больше, чем у автомобиля. Да-да, это будет нам на руку. Многие люди не из киностудии приходили ко мне домой, например, с телевидения. У них был опыт работы на телевидении, как у меня, и они приходили ко мне с предложением работать с ними. Но сейчас, как моя дочь, примерно год тому назад, называла меня Амир Ханом. Но мой сын узнает меня на экране, и он верит некоторым вещам, которые я там проделываю. Но я хочу ему объяснить, как все это делается. Например, прыжки со зданий, некоторые другие подобные несложные трюки. Я не хочу, чтобы он начал всему этому верить и начал пробовать сам так же прыгать или драться. Я подробно ему объясняю, как я все это проделываю, как я пользуюсь страховым снаряжением, что трюки требуют долгой подготовки. Я хочу лишь, чтобы он играл в футбол. Мне так спокойней. फेंकने का था गन अंधारी लोग suppose you are the man. You go there. Somebody just throws it. Looks, and you cut to. Второй дубль из-за спины. Это значит, ты должен драться с двумя мастерами. Значит, я должен двигаться гораздо быстрее. Фарак Хан, режиссер. Мы даже не покажем крови. Не надо, не надо. Только бум и все. Blood भी दिखाने की जरूरत नहीं. Nothing. You just go. Just the back moves. We cut to civil. Hello, Roy.
Меня кто-нибудь слышит? Да-да. Когда ты заходишь на площадку из темноты, прожектор ярко освещает тебя. Если вы меня спросите, кого больше знают, Шварценеггера или Айшварью Рай, я думаю, что Айшварью Рай знают больше. Потому что только наша киноиндустрия не перекрыта Голливудом. Поэтому мне не нравится название Болливуд. Наша киноиндустрия стала такой же широкой, как Голливуд. Теперь уже пора называть не нас Болливуд, а их, например, Галимбай. Я знаю, что вы пишете книгу, и я бы хотела узнать, о чем эта книга. Наверное, вашей жизни, ваших фильмах. Есть ли там какое-нибудь лицо, которое вдохновляет вас на творчество? Я думаю, это моя жена. Она является моим вдохновителем, помощником. В жизни она тоже обычная женщина, как вы и другие. Да. Сейчас еще 5 минут. Я не знаю, но реакция моей жены была бы такой. Ты что, сумасшедший? Почему кто-то должен знать о твоей личной жизни? Ты что, с ума сошел? Что за книга о тебе? Ты что, совсем? Если вы спросите моего ребенка, он тоже вам так скажет. Книга о тебе? Если вы когда-нибудь слышали интервью актрис, которые со мной работали, например, Джухи, Мадхури, Каджол или других, они находят смешным, пытаются изобразить слезы, сдерживая при этом смех. И этот герой выглядит невзрачно. Меня часто называют Лаки Оли, но я далеко не Лаки Счастливчик. Леди и джентльмены, давайте поприветствуем всем хорошо известного Шахрук Хана. Праздник Дивали, полицейское управление города Мумбай. Этим вечером я счастлив поздравить с праздником Дивали и пожелать счастья всем полицейским семьям. Бомбей, который сейчас известен как Мумбай, это город, который всегда оживлен, в котором, как и в Голливуде, сосредоточены звезды. Этот полицейский концерт – один из немногих, на которых я был в этом году. Обычно я тоже принимаю участие в выступлениях, но здесь мне пришлось отказаться из-за проблем со спиной. День 4. Я нервничаю, когда меня подгоняют. Но когда ты играешь, ты не должен нервничать. Ты должен спокойно продолжать работать. Должен работать от души, вкладывать свою душу в работу. Сафала санту манората, манакамана сиддрасту, фалена валидам сарвам трилокьям сачарадарам, тасмат фалапраданена сафала санту манората. Каждое богослужение на праздник Дивали происходит в офисе Кхана для всех коллег. На празднике Дивали молятся богине Лакшми, которая является богиней богатства и благополучия. Считается, что этим богослужением достигается счастье и мир в доме, а особенно в месте, где работают каждый год. Это очень важно для бизнесменов, в том числе продюсеров и звезд. Мы по всей Индии производим где-то 3 фильма в день, а в остальном мире вместе взятом производят в год где-то 700-750 фильмов. Посмотрите, это старая фотография моей мамы. Вот она. А вот это мой отец. Кто-то мне дал ее. У меня не было даже их фотографий. Деловой партнер и режиссер Азиз Мирза. В данный момент мы выпускаем 500-600 фильмов в год. Это наибольшее количество выпусков в мире. А в Голливуде в среднем выпускает 300 фильмов в год. Вы сами видите, какая разница. Я был шокирован, когда услышал, что в лондонских кинотеатрах на сеансах бывает всего около 30 человек.
Однажды я выступал с моим фильмом в кинотеатре Дхараджи. На первый сеанс было продано всего 10 билетов. Это кинопроект, над которым мы недавно работали. Он называется «Ашока». Я похож на него? Похож или нет? Шакрух, хватит курить. Хватит курить. А почему ты здесь одет в рваные? Так надо было для фильма. Это же роль. А это кто? Карина Капур? Да ты знаешь же, Карин, как цветок лотоса. Вы знаете, самая трудная вещь, которую я сделал в жизни, это покупка этого дома. У меня нигде не было дома. У меня не было дома, потому что мои родители умерли. Мне всегда не хватало дома, я очень в нем нуждался. И, наконец, когда у меня появился ребенок, я купил этот дом. Этот дом моей семьи. Мы решили, что всегда будем жить в Мумбаи. Даже мои правнуки будут здесь жить, как в старые времена. Мой офис и моя студия далеко отсюда. Все находится далеко отсюда, но с этим я смирился. Этот дом является крепостью для моей жены, сестры и моих 2 детей. Мы установили какие-то свои правила. Например, мы не звоним друг другу, когда все дома. В доме у нас только один телефонный аппарат. Например, у нас нет телефонов на кухне или в ванной. Ты тоже будешь молиться? Как тебя зовут? Арьян. Ее зовут Сухана. Она тоже будет молиться. Арьян знает молитву Гаятри полностью. Прекрасно. Главную молитву споет он. Дети должны знать о религиозных ценностях, будь то индуизм или ислам. У нас рядом со статуями богини Лакшми и Ганешем стоит Коран. Мы складываем руки лодочкой, когда молимся с детьми, и одновременно вспоминаем имя Аллаха. Это все делает меня очень эмоциональным. Я учу своих детей тому, чего сам хорошо не знаю. Я не великий последователь религии, но верю в Аллаха очень сильно. Вспоминаю своих родителей, которые всегда читали намаз 5 раз в день. Для меня очень важно праздновать Дивали или Ид в доме. Мы даже отмечаем Рождество, чтобы дети знали обо всех религиях. Его сестра замужем? Нет. Гаурик Хан. Мы повязываем это на левую руку замужней женщине. Левое или правое запястье? У меня перепутали, что ли? Незамужним на левое запястье? На левое, да? Нет, на правое. Ну, хорошо. Мой отец был очень мягким человеком по характеру. Моя мать была очень привлекательной личностью. Мы были очень хорошими друзьями, вместе ходили в кино. Перед празднованием Дивали доктор Али из Лондона усмиряет боль в спине Кхана. По ночам у нее болели ноги. И я ей делал массаж. Мы смотрели кино по видео. Тогда это было чем-то новым. Тогда мы купили видео и цветной телевизор. Она могла смотреть все фильмы, которые ей нравились. Ей нравился Дилип Кумар. Okay, we'll put it there. Aryan, you want this? Why are you getting scared, Baba? It's okay, let her be scared. Мой отец умер от рака. Врачи поставили этот диагноз, когда было уже поздно что-либо сделать. А мать умерла от диабета. В конце концов, лечение оказалось неэффективным. До конца своих дней они оба выглядели здоровыми. Однажды утром отец пришел и говорит мне на пушту. Он был из Пешавара. Друг, врачи сказали, что у меня рак. Вы сами понимаете, что мы тогда чувствовали. Что произойдет дальше с близким нам человеком? Чем ему помочь?
Ну, да вы понимаете меня. Этот рак стал для меня кошмарным сном, который отнял у меня отца. Мы ничего не могли сделать, и в течение 3 месяцев он скончался. Ему было всего 52 года. Он не был так стар, чтобы умереть. Моя мать тоже умерла в этом возрасте. Ей тоже было 52 года. Она тоже хорошо себя чувствовала, но в одно прекрасное утро ей вдруг стало плохо. Потом 3 месяца лежала в больнице. Ну а потом... Для меня это было большим горем. Я не был еще слишком взрослым. Мне было 15, когда умер отец, и 25, когда умерла мать. Моя сестра живет со мной, она старше меня на 5 лет. Она была отличницей, когда была студенткой, она очень образована. Она проходит курс лечения у психолога. К несчастью, с ней не все в порядке. Я думаю, это из-за смерти родителей. Она очень переживала. Я боюсь терять близких людей. Боюсь потерять их любовь. Я очень боюсь, когда мой сын ходит в школу. Я нервничаю. Я постоянно пытаюсь их оградить от чего-либо. Потому что люди, которых я люблю, мне очень дороги. Моя история жизни. День 5. Дели. Начало дня в центре благотворительности. У вас встреча с принцем Чарльзом. Какие у вас ощущения? Для меня это большая честь. Впервые меня узнали за пределами моего дома, потому что моя профессия началась с этой дороги. После съемок телесериала я ехал на мотоцикле. Там переходили дорогу 3 девушки. Они узнали меня и помахали мне рукой. Сериал назывался «Фоджи». Он был об армии. Я думаю, это было лет 20 назад. Это было так волнующе. Школа Сант-Коломбо, где Шахрух учился. Я не был здесь много-много лет. Это старая ирландская школа Сант-Коломбо. कैसे? Здесь учились младшие и средние классы, а старшие на той стороне. Многие мои братья встречались здесь со мной, как в старые времена. В Мумбаи нет такой школы. Как дела? А у вас как? Как все изменилось совершенно? Как у вас дела? Чей это сын? Вы помните нас? Да, конечно. Помните, как вы выбили зуб? Чего только не было в жизни. Все помню. В основном интересовались кафедральной системой школ. Многие из нас учились именно в таких. Это очень престижная школа. Такой школы я больше не видел. Думаю, что это лучшая школа в Индии. Немного строгая, но очень дисциплинированная. Таких ребят из этой школы нигде не найдете. Они очень дисциплинированные. Например, все с коротко остриженными волосами. Даже сейчас я боюсь с ними встречаться. Я сейчас должен с ними встретиться, а я боюсь. Хотя очень счастлив, но все же боюсь. Это мой первый класс. Класс для младшей группы детей. А это музыкальный класс. Вот там он, да.
Все Now помню. still a music class. Yes. Yeah, still a music class, my doctor. Hi. You know, we used to pray in that. Здесь мы совершали молитвы. Those are the three different. Здесь 3 разных здания. Для средних классов, младших и старших. You take care in all the. Ну ладно. Будь здоров Are you here? и передавай привет жене. In a week's time. Ты часто сюда приходишь? Раз в неделю. Ну, до свидания. God bless. Всего тебе хорошего. Good to see you. Hafiz. Счастливо. Yeah, it's beautiful. Все так красиво. I'm so glad. Я был так рад приехать сюда, потому что я должен был здесь помолиться перед отъездом. Finley. Спасибо. Discovery. Я очень счастлив. Было приятно встретиться с людьми, Because all the other times. так как все остальное время мне приходится играть. Just acting. I'm И acting только играть. acting a part of Играть чужую жизнь, чужой характер, entertainer, and почетного гостя, I'm just acting all the time. гвоздь вечеринки, обезьяну, ну и так далее. Я It made me постоянно кого-то играю, small. а здесь я никого не играл. Even though I may sound pompous, Если бы я был таким богатым, что мог исправить мир, хотя бы посредством своего дела, я бы сделал все, что в моих силах. I won't Я заработал немало денег, получил немало премий, life is one. я достаточно популярен. But Жизнь прекрасна, но being я special скучаю по тем временам, когда еще не был звездой. there was not Я ходил по этим дорогам, пока у меня еще не было прикрепленного звания кинозвезды. as a star, but when I come А сейчас меня уже многие воспринимают как звезду. known me, Когда я приезжаю в Дели, я встречаюсь с ребятами, которые, как и моя жена, знали меня еще до того, как я стал звездой. so I missed that part of it. The way they И честно вам признаюсь, я скучаю по этой части своей жизни. Жили здесь, в Дели. Вы понимаете, как я отношусь к этому городу. С рождением моей дочери я хотел сюда приехать. Когда я совершаю поклон в молитве, я чувствую очень сильную боль в спине, because I've never prayed for потому что я сам никогда не молюсь. Я верю, что за меня кто-то помолится. but whenever А когда я молился здесь сам, я молился за них. Я просто этому верю. believe Это как если бы моя мама молилась за то, finally that чтобы прошла моя боль в спине. Также я молюсь за своих покойных родителей. to my parents Я надеюсь, что мои молитвы достигнут своей цели. find the graves. My phone is Hello. Thank you so much. Being very, very kind. Thank you.
I think my mother just had to. Я думаю, что родители многое нам отдают, чтобы мы могли стать тем, кем стали. Вы ни с чем не можете сравнить это чувство. Даже сейчас я нахожусь под впечатлением. Каким бы большим человеком я ни стал, я все равно для матери останусь маленьким ребенком. Я верю, что она видит все мои успехи, видит мои фильмы. Она видит, каким успехом я пользуюсь, и говорит, это мой сын, Шахрук. One fine day, maybe in heaven, they'll be talking. You know, you heard about this actor who's doing very well down in India. And she'd say, oh, that's my son, Shah Rukh. День 6. Спасибо большое, давайте поговорим. Где мы были? Нет, спасибо. Мне ничего не нужно. Просто шучу. Заходите. 2003 год. Фильм «Наступит завтра или нет» был снят с живым звуком. Затем некоторые сцены были передублированы. Потом, хорошо, что ты пришла. Я только что приготовил чай. Будешь пить? Господи, посмотри на свои волосы. Иди сюда. Я их высушу. Подожди минутку. Не двигайся, вот так лучше. Садись. Многие актрисы тренируются перед зеркалом. Я думаю, это напрасный труд. Потому что играть роль не значит что-то брать, а значит что-то отдавать. Например, господин Мехмуд. Он никогда не репетировал перед съемками. А также Чарли Чаплин был великим комедийным актером. И еще многие актеры, обратите внимание, они всегда полностью отдавались игре. Да, так лучше, садись. Давай, садись. Я начал работать с Шахрукхом в сентябре 1994 года. Мы начали снимать «Двойник» в марте 1995 года. Что ж получается? Значит, мы уже работаем вместе 10 лет. Быстро бежит время. Я всегда боюсь, когда он рассержен. Боюсь на него повышать голос. Мой самый большой страх связан с тем, чтобы он однажды не накричал на меня. Не то, что он имеет полное право кричать на меня, хотя я дал ему это право. Я знаю, что он нервничает. Иногда бывает не в настроении. Знаю, что у него очень вспыльчивый характер. Вот как обращаться с такими людьми, вот с таким характером? Вот как поддержать его настроение? А меня научила его жена, так как она очень хорошо его знает. А она очень выдержанный и мудрый человек. Каждый молодой актер, все молодые люди, каждый мой клиент старается быть похожим на него. Все хотят стрижку, как у него. Все хотят быть на него похожим. Потому что они знают, что главный герой не бывает без волос. Без волос только отрицательные герои. На съемках я мало использую расческу. Для меня это не главное. Главное, чтобы внутри человека было все прекрасно. Все хотят видеть меня как в песнях. Dilshad is a spiritual person, so she's very giving. She's okay. Right. Her main aim in life is to make me look like a geek. Would you believe that? It's a desire. Санджив Чавла, продюсер. Вы заканчиваете эту съемку, затем начнем дублировать. Потому что дубляж отдельно женских и мужских ролей занимает очень много времени. Вначале у нас 2 фильма, а затем главные съемки.
Я думаю, мы можем начать эти съемки в декабре, если мы не закончим этот дубляж до декабря. Мне будет очень трудно балансировать в своем расписании. Затем я буду свободен только спустя 3 месяца. Для актера не является чудом то, что он работает очень тщательно. Он очень серьезно воспринимает свою работу. Это и есть для него развлечение. Поначалу трудные съемки мы сначала проектируем виртуальным методом, а также и на бумаге. Этот мы пытались отослать за границу, потому что у нас не было материала, чтобы сделать картину действительно реальной, что и хотят зрители. Ты можешь идти на съемки так, без грима, если... Если не хочешь... Да, ты и так прекрасно выглядишь. Да ладно тебе. Тебе никогда не дают больше 25. Он только на 3 года младше меня. Когда мы спорим о чем-нибудь, тогда я говорю: Фарах, я старше тебя. И она со мной соглашается и говорит: ладно, ладно. А что мне еще остается делать? Только согласиться. Мы все время спорим друг с другом, и я ей говорю: послушай меня, я намного опытнее в этих делах. Когда мы начали эти съемки, мы тоже поссорились. Она всегда мне напоминает, что она старше меня. Это продолжается уже 12 лет. But I'm hardly just like few months older. Few months. Сушмита Сен, актриса. Смотрите, как он подлизывается к режиссеру. Она уже увеличила его роль. She's increased the role already. I have a bad feeling they're just going to keep the voice over. Ah, yeah. Ah. Harder, harder. Я стесняюсь женщин, когда они говорят, что я снимаюсь только в романтических фильмах. День 7. Я помню, встречался с одной девушкой, мне тогда было 18, а ей 14. Она мне понравилась. Я хотел ей сказать, что она мне нравится. Я никогда раньше не приглашал девушек ни на танцы, ни на беседу. Я никогда не был на таких вечеринках, где мужчины и женщины вместе беседовали, и можно было попросить девушку на танец. Совсем недавно я был на вечеринке, которая очень отличалась от тех, на которых я привык бывать. Это была первая девушка, с которой я заговорил, и первая девушка, которая мне понравилась. На ней же я и женился. Считайте, что прошло уже где-то 20 лет. Я думаю, женщина может потерять свою индивидуальность, выйдя замуж за звезду. Так и мою жену называют «жена Шакрукха». Вот вся ее индивидуальность. Потому что она говорит, что знала меня до того, как я стал звездой. Есть одна вещь, о которой никто не знает, но она знала об этом. Нам надо идти на сцену? Are you doing something? Никогда не было такого, чтобы я жертвовал семьей ради фильма. Мы всегда делаем все, что надо, когда надо. Например, я прихожу домой в 9 часов, мы вместе ужинаем, затем я встаю утром в 7 часов и уезжаю на съемки. Она это очень ценит, так как жизнь звезды всегда публична. Звезда не принадлежит самому себе. И моя жена здраво судит о жизни. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shah.
Никогда не получается все сразу. Кому-то не хватает неба, кому-то земли. Люди постоянно работают, включая и мою жену. Она тоже всегда работает. Это один выход, чтобы отвлечься от горя. Поэтому я продолжаю работать. Для меня сниматься в кино — это больше, чем получать какие-то премии или зарабатывать больше денег. Для меня это прежде всего отвлечение от жизненных проблем, которые мне хорошо известны. Я был просто убит горем, когда потерял своих родителей, потому что я был к ним очень привязан. Мне их очень не хватает. Мне их не хватает, особенно сейчас, когда я достиг такого успеха, потому что я хотел бы, чтобы они порадовались моему успеху. Я смог избежать депрессии, которая постигла мою сестру, только благодаря своей работе.